Дефицит бюджета Якутии сократится. Сегодня прошло 22-е пленарное заседание Госсобрания Элтумен. Один из ключевых вопросов стал принятие законов корректировок госбюджета республики на текущий год. Бюджет получился сбалансированным. За счет субсидий и поступлений из внебюджетных источников возросла на 4,5 миллиарда рублей доходная часть. Расходы сократились почти на 3 миллиарда. Соответственно, сократился и дефицит бюджета, который составил в сумме чуть более 5 миллиардов рублей. Ну а о других вопросах повестки расскажет Юлия Михайлова. Депутаты открытым голосованием дали свое согласие на назначение Николая Пилипчука в должности нового прокурора Якутии. Он был прокурором Амурской области. Кроме того, состоялся отчет главы республики о проделанной работе за 2015 год. Отчет впервые прошел в форме ответов на наиболее злободневные вопросы, поступившие от населения во время отчетов органов исполнительной власти по итогам деятельности в прошлом году. В целом, Егор Борисов отметил, что несмотря на сложности в прошедшем году, все же удалось нарастить валовой региональный продукт. Рост отмечен также по таким позициям, как строительство жилья, инвестиции в основной капитал. Минимальный уровень заработной платы увеличен на 23%. Настолько же планируется увеличить МРОТ и в этом году. Проблематичными остаются вопросы с кардиологией и онкологией. Тем не менее, средняя продолжительность жизни якутян выросла до 70 лет. И вот как прокомментировал отчет главы республики руководитель администрации президента и правительства республики Юрий Куприянов. Я бы заметил основные из факторов, которые есть, и взаимоотношения с крупными недропользователями, которые приходят на территорию нашей республики и работают. Несмотря на то, что огромная часть бюджета республики сегодня формируется за счет того, что промышленное освоение республики – это передовое явление, глава поставил такую задачу, как взаимоотношения по трудовым ресурсам, чтобы все соглашения были пересмотрены в пользу того, что первыми на новые рабочие места были трудоустроены местные кадры. Ну и правительство поставило задачу для того, чтобы эти кадры были конкурентны. В связи с этим в миграционной политике будет взят курс на сокращение квот для иностранных граждан в рамках законодательства. Эти мероприятия должны позволить, в первую очередь, трудоустраивать население Республики Саха-Якутия на высокооплачиваемые и перспективные рабочие места. Это, в первую очередь, конечно, нефтедобыча, угледобыча, ну и иные какие-то направления, связанные с крупными инвестпроектами, где заведомо высокая заработная плата. Также глава отметил, что якутяне стали более инициативными. Таким образом, идет развитие институтов гражданского общества. На сегодня в республике зарегистрировано 2017 некоммерческих организаций. Активно действуют более 700 социально ориентированных организаций. В республике Саха-Якутия созданы условия для повышения гражданской активности, для реализации гражданской активности. И наблюдается очень такое тесное взаимодействие и внимание средств массовой информации к активным гражданам, те, которые реализуют социально значимые проекты, тем социально ориентированным некоммерческим организациям, которые пытаются сделать жизнь лучше завтра, чем сегодня. Юлия Михайлова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Но одним из основных вопросов заседания стало рассмотрение проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Якутии. Его инициировал глава республики Егор Борисов. Проект дважды обсуждался на Конституционной комиссии, прошел обсуждение и рассмотрение в научно-консультативном совете, в рабочей группе под председательством заместителя председателя Госсобрания Ольги Балапкиной и группы экспертов Конституционной комиссии под руководством Юрия Куприянова. Проект закона приняли в первом чтении. Он внесет 4 поправки в 7 статей Конституции Якутии. В их числе статьи о процедуре назначения прокурора, количестве судей Конституционного суда, изменения, касающиеся образования и правил орфографии. Республика Саха-Якутия гарантирует государственные образовательные стандарты с учетом национальных, этнокультурных и иных особенностей Республики Саха-Якутия. Поддерживает различные формы образования и самообразования. Предлагается наименование субъекта Российской Федерации Республики Саха-Якутия и наименование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации главы республики определить на языке народа Саха. Саха Республикатя, Саха Республикатин Ильдакана.